В эфире новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко и коротко о главном к этому часу. Первые свободные от коронавируса заведения открываются в столице региона. Все строящиеся объекты на территории республики должны быть доступны для маломобильных граждан. В столице прошел рейд по новостройкам с участием представителей общества инвалидов. В Якутске подведены итоги СХ «Ланхо», который прошел в минувшие выходные в Алекминском районе. По данным Республиканского оперативного штаба, на 2 июля выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе город Якутск 56 случаев, Жиганский район 10, Нерюнгринский 5, Алданский, Амгинский, Верхневилюйский и Ленский районы по 4 случая, Усть-Алданский и Хангаласский районы по 2 случая, Верхнеколымский, Вилюйский, Кобяйский, Намский и Аймиконский районы по 1 случаю. На 2 июля в республику поступило 208 037 доз вакцины. В настоящий момент первый компонент вакцины получили 210 976 человек. За сутки лабораториями республики проведено 3183 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 192 324 теста. Оперштаб напоминает, что на территории республики началась диспансеризация граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией. С 1 июля 2021 года на территории республики начинает работать диспансеризация ранее заболевших новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим соответствующие наши центральные районные больницы, они оснащены соответственной информацией, подписаны соглашения с Российской Федерацией, Минздравом Российской Федерации о выделении денежных средств на проведение диспансеризации тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией до данного времени. Тем временем Минпред Якутии опубликовал список первых 5 свободных от коронавируса предприятий. Напомним, с 1 июля вступил в силу указ главы Якутии о создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории республики. Он распространяется на рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные залы и иные предприятия общественного питания, а также на фитнес-клубы, тренажерные залы, ночные клубы, караоке-залы и иные аналогичные объекты. В целях реализации указа Минпредом Якутии утвержден регламент включения в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих свою деятельность в соответствии с требованиями к безопасным зонам. Как сообщили в министерстве, реестр будет обновляться каждый вторник и пятницу. Данные предприятия не ограничены ни по времени, ни по количеству своих посетителей. Главное условие – это чтобы их персонал и их гости отвечали требованиям вышеуказанным, то есть чтобы был предъявлен QR-код на входе, либо отрицательный ПЦР-тест. Я уверена, что данный список будет расширяться. У нас очень много предварительных заявок также от спортивных объектов, от фитнес-клубов. Ну и общественное питание, конечно, очень заинтересовано в том, чтобы поучаствовать в этом эксперименте. Все строящиеся объекты на территории региона должны быть доступны для маломобильных граждан. Об этом сегодня сообщил руководитель управления Государственного строительного надзора республики Павел Аргунов в рамках объезда строящихся многоквартирных домов на территории столицы. Для осмотра в качестве экспертов были приглашены люди с ограниченными возможностями здоровья из общества инвалидов. Все свои замечания они высказали строителям, те, в свою очередь, внимательно выслушали их и обещали устранить все действующие преграды. В свою очередь, Павел Аргунов сообщил, что граждане смогут через официальный сайт Управления стройнадзора подавать свои заявки и замечания по поводу безопасной, доступной среды для маломобильных граждан, чтобы сделать наш город доступным для всех. У нас есть рекомендации сделать дополнительные поручни, которые мы выполним. Было замечание по съезду пандусов. Дело в том, что, значит, мы предусматриваем в перспективе асфальтовое покрытие, поэтому мы сделали бордюры чуточку повыше. Поэтому это все устранится, и для наших маломобильных групп населения мы сделаем все, что в наших силах, и создадим для них хорошие, комфортные условия.
Единое теплосетевое предприятие позволит комплексно развивать теплоснабжение города, оптимизировать тарифы, загрузить мощности ГРЭС-2. Об этом сообщили в ходе рабочего совещания первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова с участием первого заместителя генерального директора Русгидро Романа Бердникова. Принято решение о необходимости ускорить работы по созданию единого теплосетевого предприятия в Якутске. Напомню, что соглашение о его создании было подписано еще в 2019 году в ходе Восточного экономического форума. Что касается консолидации энергетических активов республики в уставной капитал, Якутскэнерго работы идут согласно дорожной карты и будут завершены в установленные сроки. Каким будет новый мир? В Алроса перешли к практическому обсуждению темы восстановления легендарного рудника. Исследования по изучению оставшихся запасов трубки МИР, проводимые уже год, доказывают целесообразность восстановления рудника. На неформальной встрече инженерного корпуса Алроса и вероятных подрядчиков решили найти оптимальные варианты масштабного строительства. Новые методики управления, внедряемые в Алроса, показали, что стандартные совещания малоэффективны для решения такой задачи. Поэтому первая встреча была организована в формате открытого мозгового штурма. В нем принял личное участие исполнительный директор Алроса. Жду от вас активной работы. Надеюсь, что сегодня мы проведем время не зря и получим действительно достойный результат, который позволит правильно оценить выработанные решения, дать существенные предложения к регламенту. Ну и, собственно говоря, двинуться наконец-то с нашим стратегическим проектом, как рудник МИР. Ну, уже к нему прицепилось название рудник МИР глубокий, не просто рудник МИР. И институт дальше двинется в сторону проектирования, а УКС, соответственно, в сторону строительства. В Якутске подвели итоги республиканского СХ «Аланхо-2021». Сегодня состоялась церемония торжественного награждения представителей театральных коллективов, учреждений и организаций, которые приняли самое активное участие в подготовке и проведении СХ «Аланхо». От имени руководства республики с успешным проведением СХ в Алекминском УСе поздравил заместитель председателя правительства республики Сергей Месников. Он вручил по указу главы республики государственные награды. Всего на церемонии открытия и закрытия приняло участие 130 артистов ведущих театральных учреждений культуры. Было проведено 37 конкурсных мероприятий, а также 8 спортивных соревнований, в которых приняло участие более 1200 человек из 25 районов республики, города Якутска и из Алтайского края. Будет высказаны и вручены благодарности главе Алекминского УСа Николаю Николаевичу Харбину, потому что возникли не просто организационные вопросы, а огромные сложности в связи с пандемией. И надо сказать слово о том, что руководство Алекминского УСа и вся команда, которая участвовала в проведении организации, тех, которые мы сюда выезжали, и то, что на месте огромная работа проведена, главой нашей республики похвалена и поддержана. За счет высококлассности, там, скажем, высокой художественной события, которые наши постановки сделали, наш театр «Аланхо», например, вот Мария Маркеловна Маркова, Сардана Симоновна Федотова, это наш театр Саха Юнского, и Майя Николаевна Власьева, это будут в этом вот на сегодняшнем мероприятии вручат государственные награды заслуженных деятелей искусства и заслуженных работников культуры. Городской парк в Ленске настроен вернуть статус культурного центра города. С конца 90-х он оставался заброшенной территорией, но год назад парк попал в программу благоустройства «Комфортная городская среда». Теперь предстоит освоить 130 миллионов рублей. Ксения Попова – мама в декрете. Несколько часов в день уделяют прогулкам. Малышу нужен свежий воздух. Старший ребенок Ксении уже гуляет самостоятельно. Лучшее место считают – городской парк. Если младший ребенок может поиграть на площадке, на качелях покачаться, на горке покататься, ну и, конечно же, в песочнице, то старший ребенок может провести время на скейт-площадке, ну или вообще всей семьей можем в футбол поиграть на футбольном поле. Облюбовали парк и спортсмены, и профессионалы, и любители. Инфраструктура есть. Одной из первых здесь появилась футбольная площадка. Следом скейт-парк и уличные тренажеры. Сейчас это мини-спортивный комплекс под открытым небом и отличная кардиозона на прохладных аллеях. С марта по октябрь я стараюсь каждое утро выходить в парк на пробежки в 6 утра. Мне нравятся здесь дорожки, свежий воздух невероятный. А еще огромный плюс, что сделали освещение. То есть мне теперь не страшно.
А вместе с освещением обновили скамейки, урны. Пересекая зеленую зону, протянулись дополнительные дорожки. Перемены в парке начались пару лет назад. Своими силами город положил новый асфальт, договорился со спонсорами об установке спортплощадки. А год назад парк попал в программу благоустройства «Комфортная городская среда». Теперь предстоит освоить 130 миллионов рублей. И это работа не одного года. Этим летом линчане увидят лишь часть перемен, говорят в управлении культуры. Завершаются работы по благоустройству территории вокруг многофункционального центра, мультифункционального центра. Этот центр предусматривает размещение кафе круглогодичного и, соответственно, предусмотрено помещение для работы клубных формирований. Все заметили, что возле этого центра есть детская площадочка. Очень такая миниатюрная, очень такая тоже притягательная. Уже видно, что там дети уже ее облюбовали. Аккуратные деревянные домики с горками для малышей. Те, кто постарше, скоро начнут осваивать новый веревочный парк. Здесь уже установили деревянную урасу со скалодромом и крутыми спусками. Для безопасности постелят прорезиненное покрытие. Ленский парк – уникальный объект. Сосново-лиственный участок естественного леса выделили в конце 70-х годов. Построили парк аттракционов. Фотографии на фоне колеса обозрения есть в альбоме каждого ленчанина. В 90-е все пришло в упадок. Аварийные аттракционы снесли. Территория эта до сих пор пустует, но в городском управлении культуры намерены вернуть ей историческое предназначение. Установка аттракционов здесь не будет противоречить новому проекту парка. Но удастся ли начать работы следующим летом, пока неизвестно. Олеся Васева, Алекс Соснин, телеканал «Алмазный край». В Нерюнгри все большую популярность среди подростков набирает волейбол, что заставляет молодых людей оторваться от гаджетов и выйти на улицу. Присоединившись к компании единомышленников, расскажет Ирина Кичигина. Этим летом компании играющих в волейбол ребят можно увидеть во дворах, на площади, в парке. Подростки, которые раньше даже не были знакомы между собой, объединяются, чтобы провести время с пользой для здоровья и приятно провести время. Однако, что стало толчком такого роста популярности этого вида спорта, мы даже не подозревали. Сейчас много подростков увлекаются аниме. И в этом году или в прошлом стало популярно аниме-волейбол. И большинство моих друзей, с которыми мы играем здесь, в парке, как раз посмотрели это аниме, и после этого вышли сюда на улицу поиграть, чтобы немножко развеяться как-то и тоже научиться играть. Вдохновились. Для того, чтобы попасть в команду, не нужно никаких специальных умений. Необходимо лишь прийти на одну из площадок и присоединиться к играющим. А дальше более опытные игроки помогут влиться в процесс и не осудят строго за пропущенный мяч или неудачную подачу. Да ничего, в следующий раз еще получится. Попробуй нижнюю подачу. Но есть и такие, кто, попробовав свои силы в школьных командах на уроках физкультуры, решил пойти дальше и записался в секцию волейбола в спортивной школе. Волейбол развивает, во-первых, физические качества. Для здоровья, само собой, понятно, он полезен, как и любой вид спорта. Развивает быстроту реакции, ловкость, координацию, также скоростно-силовая подготовка, немаловажно для наших юных волейболистов. После пандемии действительно был большой поток детей. Он и продолжается по сей день. Меня это как тренера, конечно, очень сильно радует. Теперь родители могут не сильно переживать, что их чада проводят много времени в интернете. Ребята прекрасно чередуют одну деятельность с другой, что, несомненно, благотворно сказывается на их как умственном, так и физическом развитии. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу пока все новости. О развитии событий мы расскажем в наших следующих выпусках.